Таджики уже заколебались. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, что больше всего бесит наших граждан. Подписывайтесь на наши обновления и будете в курсе всех последних и важных событий. Газ дорожает, солярка дешевеет. В Таджикистане скачут цены на топливо из-за роста цен на топливо. Стоимость пассажирских услуг в городах и районах Сагдийской области также выросла. Цены на бензин и солярку падают, а на газ остаются прежними, согласно электронным табло АЗС Худжанда Сагдийской области. Стоимость литра сжиженного газа на местных автозаправках составляет 7,3 самани, бензина АИ-92 – 10,3 самани, бензина АИ-95 – 10,8 самани и дизельного топлива – 10,5 самани. На прошлой неделе бензин АИ-92 реализовывался по 10,5 самани, а дизельное топливо по 10,7 самани. По официальным данным, в Таджикистане более 60% транспорта заправляют сжиженным газом, и выросшие цены на топливо повлияли на стоимость пассажирских перевозок. Так, цены за проезд в регионах Сагдийской области подняли на 25-50%. Как наблюдалось ранее, цены на сжиженный газ в некоторой мере вырастали только в начале и в конце сельскохозяйственных сезонов. Однако в этом году впервые в республике зафиксировали рекордное повышение цен. Сжиженный газ стали продавать по 9 самани за литр. Год назад в Худжанде состоялась церемония запуска подачи узбекского газа, и спустя 10 лет перерыва город получил топливо из соседней страны. Но из-за того, что цены на это топливо так скачут, и люди просто не успевают за этим уследить, это очень раздражает и мешает обычной жизни. Вы согласны? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Поставщики утверждали, что сначала газ поступит на предприятие, а потом местным жителям. Однако по прошествии года таджикистанцы так и не получили дешевого доступа к энергоресурсам, о которых рассказывали в эфире телеканала. Учитывая высокие цены на бензин и сжиженный газ, местные власти посчитали природный газ хорошей альтернативой, подготовка к получению которого все еще ведется. Напомним, резкий скачок цен на основные виды топлива, сжиженный газ, бензин и солярку начался в марте 2021 года и продолжается до сих пор. Он спровоцировал серьезное повышение тарифов не только на пассажирские, но и грузовые перевозки. В одном из регионов Таджикистана по всей Сагдийской области на несколько дней приостановили движение пассажирских автобусов из-за нехватки дизельного топлива. И многие водители, которые имеют свои личные автомобили, очень ругаются на такие скачки цен, ведь действительно это огромные убытки. А во многом, чтобы передвигаться с одного региона во второй, без автомобиля очень сложно. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, как можно выровнять цены? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!